Тем временем женский союз с говорящим названием «Надежный тыл» продолжает помогать Коми-стрелковой роте. Собирает все необходимое для наших бойцов. Ближе к Новому году в зону боевых действий союз направит вторую машину с грузом. Екатерина Гаджибекова, инициатор проекта, рассказала нашей программе детали этой благотворительной работы. Когда близкий человек участвует в специальной военной операции, это очень тяжело не только физически, но и морально, и в эмоциональном плане. То есть ты знаешь, что у тебя каждый день твой близкий человек находится в зоне боевых действий. То есть каждый день он находится в опасности. Но та мысль, ради чего он туда пошел, перевешивает этот весь страх. И мы всей душой, всем сердцем стараемся пережить эту боязнь, эти переживания, дабы ребята это не чувствовали. Конечно, первый день было очень тяжело свыкнуться с той мыслью, что наш близкий человек, мой брат, принял такое решение пойти защищать нашу родину в опасную зону, в зону специальной военной операции. Да? Но мы поддержали его решение. Кто, если не мы, будем поддерживать своих мужчин? Это право выбора каждого человека. Это мужчины. И кто, если не мужчины, будут нас защищать в такое непростое время? А мы, женщины, мы должны им организовать крепкий тыл, помочь, поддержать, как духовно, так и морально. Это первый наш опыт. Мы начали заниматься сбором гуманитарной помощи не так давно. То есть это было начало, наверное, ноября месяца. На сбор у нас ушло примерно 3 недели, сбор первой машины, которая у нас ушла 14 ноября. Было непросто, потому что у нас в нашей республике Коми действует очень много уже волонтеров, которые работают с начала уже специальной военной операции. Поэтому внедриться в эту систему было нам немножко сложновато. Но наш перевес в том, что мы родственники, мы не волонтеры, мы группа родственников, мам, сестер, теть, которые беспокоятся непосредственно о своем близком человеке. И мы готовы и помогаем ребятам из республики Коми. Мы отправили одну машину, это была 6-метровая «Газель». Машина была достаточно объемна по грузу. Мы отправили, в первую очередь, это вещи первой необходимости на собранные средства неравнодушных жителей. Благодаря помощи муниципалитетов, руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных граждан нами была собрана достаточно крупная сумма денежных средств, на которые нами были приобретены товары первой необходимости. Это мембранные горки, теплые термосапоги, зимние берцы, которые сейчас очень необходимы нашим ребятам, тактические рюкзаки, спальные мешки. Дополнительный груз мы собрали благодаря также помощи граждан, которые приносили наш пункт сбора в администрацию Сколомского района, пункт сбора регионального волонтерского центра «Единой России». Это были пилы, шуруповерты, тепловые пушки, нижнее белье, термобелье, шапки, балаклавы, продукты питания, лекарственные препараты. То есть все, что необходимо в первую очередь нашим ребятам для комфортного несения службы. Доставка груза осуществлялась у нас собственными силами. Мы поехали на 2 машинах. Первая машина это была основная грузовая «Газель». Вторая машина была сопровождающая, я и мой супруг. Мы поехали на своей легковой машине. Основной груз мы загрузили с пункта нашего сбора по Сысольскому шоссе 17/1. То, что было закуплено дополнительно, мы перезагрузили все в Москве. После того, как наша машина была укомплектована в Москве, мы направились в Белгородскую область. После того, как мы были уже на территории Белгородской области, наши ребята перестали выходить на связь. Данный факт нас очень, конечно, смутил, потому что мы не знали, что делать, куда ехать, потому что мы понимали, что там, где мы с ними изначально договорились встретиться, мы уже с ними встретиться не можем, потому что на тот момент оказалось, что у ребят идет переброска. На 3-е сутки наши ребята наконец-то вышли на связь. Получилось созвониться с начальством, с руководством, уточнить траекторию движения. Обнялись, поцеловались, передали приветы, позвонили главам муниципалитетам, все, кто этого ждал, позвонили сестрам и передали наш гуманитарный груз. Безусловно, было страшно, но помочь нашим ребятам, которые так долго этого ждали, естественно, это все превысило.
Такая поддержка, она безусловно важна, потому что без поддержки даже Великую Отечественную войну бы мы не выиграли. То есть ребята должны знать, что рядом с ними есть близкие, есть родственники, есть друзья, просто неравнодушные граждане, которые их не забывают, которые помнят. И ребята, в свою очередь, должны знать, ради чего они это делают, ради кого они делают. Что они делают ради нас, ради спокойного неба, ради спокойного нашего сна. Надежный тыл – это, в первую очередь, это мы. Это мы, мамы, сестры, близкие, родственники, неравнодушные граждане. Это все те люди, которые не забывают о наших бойцах, которые оказывают помощь, которые душой болеют за ребят. Это, скорее всего, тревога. Мы объединились в наш союз, женский союз «Надежный тыл». Это союз родственников бойцов. И мы каждый день общаемся, каждый день поддерживаем. Мы делимся радостями, мы делимся горестями, делимся событиями, которые произошли у ребят. Когда ты вместе, когда ты объединен, сплочен, это дает силу держаться.